Жена моя 1,5 года плакала в подушку, готовилась в тюрьму. Жене 3 года тюрьмы реального срока давали, хоть и отсрочкой. Это в 2016 году началось все осенью, когда нужны были показатели, пошла волна возбуждения уголовных дел на фермерские хозяйства. Я согласен, что может быть какие-то есть там, 1-2%, да, из 100 кто-то там мошенники, но в основном возбуждались на уголовные дела, я со многими был знаком, на тех, обыкновенных работяг, таких же, как и мы. Но произошло все так, что с бухгалтерами у нас вообще район тут, со всеми, с рабочими, и с бухгалтерами в том числе у нас тяжело. Жена на данный момент была в декретном отпуске, не вела пришлось привлечь бухгалтера постороннего. И там основное условие при получении субсидий было, мы заполняли, письма писали гарантийные, что заработная плата должна быть не ниже прожиточного минимума. Бухгалтер уже в годах была, можно сказать, на пенсии, она не может сказать, она на пенсии уже, она, честно сказать, не отличает прожиточный минимум до сих пор от минимальной зарплаты. И она делала отчисления от минимальной зарплаты. Мы заказали аудиторскую проверку в июле месяце 2016 года, она выявила у нас этот недостаток. Я пошел в налоговую, в пенсионный, мне сказали, никаких проблем нет, за последние 3 года ты имеешь право доплатить без штрафных санкций. Что я и сделал, доплатил. Через 2 недели об этом узнают сотрудники БЭП, идут в налоговую, начинают там на них, грубо говоря, ругаться там, вы с ним заодно. Они говорят: ребята, вы как заодно? Пришел человек, мы ему объяснили, он заплатил. Они запрашивают старые данные, которые у меня были еще до аудиторской проверки. И на основании этого открывают уголовное дело. Якобы мы заказали аудиторскую проверку, потому что готовились к уголовному делу. Говорю, да мы все готовимся к нему. Тем не менее, открыли уголовное дело, и выходило так, что рабочие мои 100 рублей недополучали. Нас оправдали. Такая знаменательная дата была 7 ноября 2017 года. На 100-летнюю годовщину Октябрьской революции. Вот такое совпадение. Сейчас в настоящий момент дают там субсидии какие-то, но уже с опаской смотрим, честно, уже боимся. Лучше взять кредит где-то, чем у них брать эти деньги. Мы от них ждем помощи, а получается наоборот, что боимся их. Жена об этом забыла, говорит, я хочу забыть это как о страшном сне. Она в настоящее время, сейчас у меня младший ребенок в Саратове учится в школе, и она переехала в Саратов. В Ровно она вообще не хочет приезжать ни с кем встречаться. Друзья отвернулись, даже некоторые, было такое, да. Может быть, с одной стороны, конечно, нехорошо, это нехорошо, но показали те, кто остался с нами. Были многие, злорадствовали. Сколько я услышал в то время негатива, не то что негатива, а завистливости. Вот они деньги взяли, вот они там в Турцию поехали, да. Идите, работайте, заработайте, езжайте в Турцию, кто вам мешает. Мало с кем общаемся. Самое обидное то, что не найдешь правды, когда попадаешь именно в систему. То, что называют системой, этого никто не поймет, когда не попадет в эти лапы. Когда находят человека, скажем, БЭПники нашли человека, передают следователям, БЭПники себе галочку поставили, передали следователям, следователи себе поставили, прокурор себе поставил, судья поставил в обвинительное. Мы много писали жалоб по поводу следователя, прокурора, действия их в отношении нас, были противозаконные. Тем не менее, никто ничего им не сделал. Я хотел, мне было обидно, за то, что жена моя 1,5 года плакала. И она реально просто плакала, всеми ночами плакала в подушку, она готовилась к тюрьме. Я пытался все-таки, чтобы они получили какое-то там наказание, тоже не просто так все это делается. И когда я несколько раз обращался, были предупреждения, говорит, лучше не надо. Со Следственного комитета сказали, ты успокойся, говорит, дело прошло, но зачем тебе опять лишние проблемы? Я понял, что это предупреждение, и на этом все.